Доброе утро! Начинаем новую рабочую неделю вместе с «Утро Якутии». Просыпайтесь вместе с нами на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. Да, на календаре 20 марта, понедельник. Катерина Винокурова, Павел Танин в студии. Здесь с вами мы сегодня будем встречать наступивший новый день, заряжать вас на великие подвиги, как говорится. Поэтому еще раз всем доброе утро. Ну а сегодня в течение эфира о чем мы будем говорить? Так, встанем мы с вами на лыжи. В эти выходные как раз таки в Якутске состоится традиционный забег «Лыжня России», где каждый может принять участие. Поэтому старые лыжи, которые пылятся у вас на балконе, как раз таки пригодятся. Качество жизни сильно зависит от уровня финансовой грамотности, поэтому в этом направлении важно обучаться не только взрослым, но и детям, как сохранить капитал, а главное, как его приумножить. Наша рубрика «Финансовая грамотность» научит ваших детей тратить деньги с умом. А жители поселка Хандыга Тампонского района укрепляют свое здоровье при помощи скандинавской ходьбы. Так, сегодня мы познакомим вас с активными спортсменками этого вида спорта. Аксессуар – это ключевая деталь гардероба. Хорошо подобранный акцент способен превратить даже самый пресный наряд в оригинальный образ. Снимаем зимние пуховики и шапки и применяем весенние наряды вместе с нашим специалистом. Все это и не только ждет вас сегодня в течение ближайших 55 минут, если быть точными. Да, ну а начнем традиционно с разговоров о погоде. Сегодня в центральных районах на 6 часов утра температура воздуха составила 27-36 градусов мороза. В заречной группе 23-36, в южных до 7-8 градусов со знаком минус. В Вилюйской группе минус 20-36, в Нижнеленских 30-36 градусов. А в западных от минус 15 до 23, в Колымо-Дигирской группе 19-32. В Янских 29-34 градуса мороза, на северо-западе 30-33. Температура воздуха в городе Якутске в 6 часов утра составила минус 26 градусов, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, ветер западный до 3 метров в секунду. Днем нам обещают преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит минус 16-18 градусов. В рощах птичье пение, а в классе тишина. Проходим мы склонение, склоняется весна. Весна весны, за окном ручьи слышны. На парте не сидится мне, а тут весна весны в весне. А под крышей носятся стрижи, смеются надо мною. У них не спросят падежи, весна весны весною. Внизу разноголосица, а ну пробей на спор. Под партой ноги просятся к боленчикам во двор. Пришла весна, дождись весны, дождался, листики видны. Привет весне, встречай весну, куда ж я руку протяну? Весна весны, весну, весне, весною о весне. Ну а каждый день он знаменателен чем? Какими-то событиями в этот день. Когда-то они произошли или происходят сегодня. И вот для некоторых, конечно же, дата всегда уникальна для каждого года. Например, сегодня, 20 марта, в этот день отмечается в этом году День весеннего равноденствия. Одно из уникальнейших явлений природы, суть которого, говоря научным языком, сводится к тому, что, цитируем, в момент равноденствия центр Солнца в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор. Ну, как бы, чтобы это ни значило, так оно и происходит. Вот чем же еще знаменателен этот день, расскажет наша традиционная рубрика. Сегодня отмечают День Земли, Международный день счастья, Международный день астрологии, Международный день без мяса, а также День французского языка и День весеннего равноденствия. В народном календаре сегодня День Павла Капельника и День священномученика Василия. На Руси считалось, что с Павла весна идет. На Павла можно было проверить, насколько правдивы приметы. Пасмурная погода к ночи предвещала заморозок на следующий день, а вот обильная капель с сосулек обещала хороший урожай.
Сон в ночь на 20 марта считается вещим, однако сбудется он только через 3 года, так что за это время его можно подзабыть. Рожденные в этот день являются одаренными. Если такой человек развивает свой дар, он может повлиять не только на свою жизнь, но и на жизнь окружающих. Это день в истории. В 1535 году в России была проведена первая централизованная денежная реформа. В 1699 произведено первое награждение орденом святого апостола Андрея Первозванного. В 1792 году Национальная ассамблея Франции одобряет применение гильотины. В 1833 вышло в свет первое полное издание романа в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». В 1852 опубликован роман Гарриет Бичер Стоу «Хижина дяди Тома». В 1912 дано разрешение на установку первой в Санкт-Петербурге световой рекламы. В 1921 в Канзас-Сити выпущен в прокат первый мультфильм, созданный при участии Уолта Диснея. В 1930 день рождения Московского авиационного института. В 1933 начались испытания самой большой в мире радиовещательной станции имени Коминтерна. В 1937 в Москве введен в строй Смоленский метромост через Москву-реку и открыта станция метро «Киевская». В 1992 установлено звание Героя Российской Федерации и учреждена медаль «Золотая звезда». В 2008 году в Тель-Авиве глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни подписали договор об отмене визового режима. В этот день родились Иван Шишкин, русский художник, пейзажист. Александра Яблочкина, русская театральная актриса, педагог, народная актриса СССР. Вера Панова, советская писательница, кинодраматург. Дэвид Рокфеллер, американский банкир, финансист и государственный деятель. Лев Яшин, советский футболист, вратарь, тренер, олимпийский чемпион. Екатерина Стриженова, советская и российская актриса театра и кино, телеведущая. Именины в этот день отмечают Василий, Евгений, Емельян, Лаврентий, Нестор, Николай, Нил, Павел, Эмиль, Анна, Антонина, Евдокия, Екатерина, Катарина, Ксения и Мария, а также Матрена, Надежда и Оксана. Что у нас с тобой именины сегодня, Паш? Да. Впервые, Как редко хорошо. это бывает, что в один день у нас у обоих именины. Да и у меня давно их не было. Хотя бывает часто, на самом деле, по календарю. Но помимо именинных дней, скажем так, существует такая вещь, да, на которую многие ориентируются, это гороскоп. Да. Потому что мы иногда любим подсмотреть, что же нам звезды сулят, к чему готовиться, чего ожидать и в чем мы можем преуспеть в этот день, или же, может быть, если говорить про недельные прогнозы, в эту неделю. Да, вот что нас ждет в предстоящую неделю, как раз-таки прямо сейчас расскажут звезды. Овны. Овнов на этой неделе ждет период обновления. Если в начале недели в каких-то делах вы чувствовали внутренние или внешние ограничения, то уже с четверга путь для любых начинаний будет открыт. Это хорошее время для самореализации. Тельцы. Многим тельцам на этой неделе захочется отдохнуть от насыщенной встречами и общением жизни. Возможно, уже с середины недели у вас появится желание ненадолго отгородиться от окружающего мира. Близнецы. Близнецам всю эту неделю будет сопутствовать удача. Для многих этот период станет временем исполнения их заветных желаний. Для того, чтобы мечты воплотились в реальность, вам, возможно, даже не придется прикладывать больших усилий. Внешние обстоятельства будут складываться в вашу пользу. Раки. Эта неделя складывается довольно своеобразно. Скорее всего, вам придется часто применять свои знания на практике, демонстрировать свою осведомленность в тех или иных вопросах. Звезды советуют ставить перед собой масштабные задачи и прилагать максимум усилий для их исполнения. Не сделав это, вы не сможете узнать, на что способны на самом деле. Львы. Львов ждет спокойная неделя. Скорее всего, уже со среды вы почувствуете, что жизнь становится более размеренной, а вас уже не привлекают приключения. Вместо этого вы ощутите тягу к знаниям. Ну а если вы захотите новых впечатлений, можно отправиться в туристическую поездку, либо провести время, общаясь в социальных сетях.
Девы. Девы на этой неделе, возможно, станут свидетелями или участниками какого-то экстремального события. Любителям активных видов спорта не рекомендуется принимать участие в соревнованиях. Высока вероятность получения травмы. Между тем, на этой неделе могут усилиться ваши сексуальные желания. Для тех, у кого есть постоянный партнер, неделя будет наполнена яркими впечатлениями. Весы. В начале недели весам, возможно, придется много внимания уделять вопросам укрепления здоровья. Это благоприятное время для профилактических процедур. С середины и до конца недели актуальной станет тема партнерских взаимоотношений. Скорпионы. Скорпионы в начале недели будут настроены на творчество и смогут многого добиться в этой стези. Это удачное время для проявления фантазии в романтических отношениях. Постарайтесь сделать что-то приятное и запоминающееся для любимого человека. Стрельцы. В первой половине недели внимание многих стрельцов будет сосредоточено на семье и домашних хлопотах. Отношения с близкими родственниками будут теплыми и доброжелательными. Также в этот период может усилиться страсть в романтических отношениях. Это удачное время для посещения развлекательных мероприятий. Козероги. Козероги в первой половине недели, скорее всего, будут поддерживать интенсивные контакты с окружающими, друзьями, знакомыми, родственниками. Однако с середины недели вы захотите переключиться на домашние дела. Станет актуальным вопрос благоустройства жилищного пространства. Водолеи. Водолеев в начале недели будет интересовать тема денежных накоплений и вопрос, как их можно увеличить. Скорее всего, вы весьма преуспеете на данном поприще. Между тем, уже с середины недели ваши приоритеты могут поменяться. Может возрасти число звонков от друзей и знакомых с предложениями о встрече. Смело соглашайтесь. Вторая половина недели подходит для путешествий, причем не только длительных, но и коротких. Рыбы. В начале недели звезды советуют рыбам подумать о себе. Нет ничего плохого в здоровом и умеренном эгоизме. Ведь никто не сможет лучше вас самих позаботиться о личном развитии и благополучии. Кроме того, это хорошее время для развития чувства, ответственности и самостоятельности. Мне интересные прогнозы, конечно, у всех. Конечно, на гороскоп, надеюсь, сам не плашай, потому что все-таки это такой абстрактные прогнозы, они не могут гарантировать, что будет именно все так, как предсказано. Но я бы сказала, что могут направить. Ну, могут да? направить. Но все-таки зависит от человека самого. Да, а может быть, как мысли материально, да, немножко мысль в голову закралась, и ты уже уже сам себя по этому сценарию пытаешься двигать, и все выходит именно так, как тебе предсказали звезды. Да, ну а далее мы ненадолго прервемся, после чего ожидаем в нашей студии судью всероссийской категории заслуженного работника в КИС России. Поговорим о лыжне России, которая пройдет 26 марта. Оставайтесь с нами. Доброе утро, вы смотрите новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за дискредитацию любых участников специальной военной операции, включая добровольцев. Ранее, согласно Уголовному кодексу, ответственность предусматривалась только за дискредитацию использования вооруженных сил России за рубежом. Теперь же уголовное наказание последует за публичные действия по дискредитации любых участников СВО, в том числе добровольческих формирований, организаций или лиц, содействующих выполнению возложенных на вооруженные силы России задач. Максимальное наказание за такое преступление увеличивается с 5 до 7 лет лишения свободы. Медики встретили прибывших бойцов из зоны СВО в аэропорту столицы республики. Участие во встрече приняла глава ведомства Лена Афанасьева. Она поблагодарила бойцов за отвагу, храбрость и мужество. Проинформировала про медицинскую помощь и реабилитацию, которая оказывается по зеленому коридору для участников СВО. Кроме того, по традиции министр вручила бойцам якутские ножи со словами благодарности за проявленное мужество и стойкость, патриотизм и храбрость.
Кочевая община Иенгры получит финансирование на закупку 500 оленей. Подписано трехстороннее соглашение о развитии отрасли северного домашнего оленеводства в Иенгринском наследии. Документ подписан между Министерством сельского хозяйства Якутии, Эльга-Уголь и кочевой родовой общиной коренных малочисленных народов севера эвенков «Исток». Согласно соглашению, кочевой родовой общине «Исток» в 2024 году за счет бюджета республики приобретут 500 голов северных домашних оленей, а также построят комплекс изгородного содержания оленей на территории села Иенгра. Сегодня состоялось подписание фундаментального нашего флагманского проекта, который поднимет оленеводство Якутии. Планируется увеличение оленей до 2000. Также девиз нашей компании – это «Добываем будущее вместе», и мы гордимся добывать его вместе с эвенками. Сегодняшняя история – это фундамент для развития не только текущей общины, но и передачи их ремесла, умения будущим поколениям, их детям. На промплощадке юбилейной Айхальского ГОК повысили качество очистки питьевой воды. Комбинат приобрел станцию приготовления и дозирования реагента. Отечественная система готовит и дозирует водные растворы. Емкость из нержавеющей стали имеет 3 рабочие камеры. Растворение, приготовление и отбор. Оборудование приобрели взамен изношенного по плану технического перевооружения. Установка автоматической подачи кальцинированной соды позволяет более точно соблюдать процесс очистки воды, что, соответственно, влияет на качество питьевой воды, подаваемой на потребителя. Игра, которая объединяет. В Якутске состоялся республиканский чемпионат по стоклеточным шашкам среди ветеранов. Так, женщины соревновались по круговой схеме, мужчины по швейцарской. Двухдневные игры завершились совершенно неожиданными результатами. Среди женщин 3-е место взяла уроженка Намского улуса Розалия Егорова. Серебро у участницы из Мегино-Кангаласского района Марии Третьяковой. Победительницей турнира стала Анастасия Собакина из Чурапчи. То, что они по сегодняшний день имеют очень активное участие в жизни, и в продолжении они разделяют свой опыт с подрастающим поколением и оставляют за собой очень большой вклад для развития шашек. Утро Якутии мы продолжаем и немножко поговорим о красивом. Да, сотни фламинго прилетели на озеро Караколь перед миграцией на юг Казахстана. Грациозные розовые птицы разгуливают по озеру и пролетают над водной гладью, окрашивая небо в розовый цвет. Птицы останавливаются на водоеме каждый год весной и осенью во время перелета. Первая стая пернатых прилетела на озеро в конце января после зимовки в Индии. Согласно наблюдениям орнитологов, в последние годы птицы стали возвращаться домой намного раньше в связи с изменениями климата в регионе. Невероятно завораживающие кадры. Да, и не верится, что это почти близко от нас, да, в Казахстане, не где-нибудь далеко. И просто как много птиц. Мне кажется, если вживую такое увидеть, это что-то такое, что... Очень красиво. Есть фраза «увидеть Париж и умереть», да? Что-то из Почти этого то же разряда. самое, да? Да. Вообще, мне кажется, что когда любые птицы перелетают, это все равно всегда красивое зрелище. Тут просто еще сам окрас птицы добавляет красочности. Невероятно. А мы вернемся от птицы к людям. Жители поселка Ханды Катампонского района укрепляют свое здоровье при помощи скандинавской ходьбы. В группе здоровья 15 женщин, но с каждым годом количество приверженцев здорового образа жизни увеличивается. В хандекской группе любителей скандинавской ходьбы люди разных возрастов и профессий. Каждое воскресенье они собираются для совместной прогулки на свежем воздухе. И в течение 2 часов обходят окрестности поселка, наслаждаясь родной природой, да еще используя для здоровья. Скандинавская ходьба не требует особой физической подготовки, а шагать можно везде и в любое время. Хандыкчанки ходят и в жару, и в морозы в минус 50 градусов. Осенью и летом 5 километров ходьба по стадиону, Магаданской трассе. Весной и зимой ледовые переходы по реке Алдан.
вот так растягиваем. Растяжка. Вот качаться надо. 4. Меняем руку. Раз, наклон. 2, 3, 4. Меняем. А так ходим мы для здоровья, для бодрости духа. Ну и вообще приходишь, когда со скандинавской ходьбы чувствуешь себя легко, хорошо, прибавляется сил, уверенность. И вообще и на мышление хорошо действует вся ходьба, потому что кровообращение большое идет по всему телу. И сердцу, главное, хорошо, всем суставам. Для хандекских скандинавок пешие прогулки – это уже образ жизни. У группы есть свои традиции, благотворительные акции. Зимой наши спортсменки украшают живую ель, чтобы порадовать путников. Дарят новогодние подарки детям из малообеспеченных семей, присоединяются к разным акциям. А еще каждая из них всей душой болеет за родной край, на своем примере призывая к бережному отношению к природе и поселку. Но кроме вот ходьбы мы принимаем активное участие, именно как инициаторы сами, да? Выходим каждую весну на субботники. Собираемся вот с девушками, идем и по тем окрестностям, где ходим, и на берегу Алдана, и в лесу. Делаем очень много субботников, собираем мусор после зимы. Но самое главное для женщин-скандинавок – это общение. Здорово встречать вместе зимний рассвет, обсуждать идеи и новые маршруты, чувствуя прилив сил и бодрости на целый день. Мария Винокурова, Хандега, Тампонский район. Ну а 26 марта в местности Зеленый Луг города Якутска проведут традиционную 31-ю открытую всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России». Это самое массовое спортивное мероприятие в России, участниками которого могут стать не только спортсмены-профессионалы, но и любители. И более подробно о предстоящем забеге мы сегодня поговорим с гостем нашей студии. Это судья всероссийской категории, заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации Альберт Трофимов. Доброе утро. Доброе утро. Ну, «Лыжня России» — одно из крупнейших вообще, в принципе, соревнований во всех регионах. Да? Более 70 регионов России принимают участие ежегодно в нем. В 34-й раз оно по всей России пройдет, 20-й раз оно проходит у нас в республике. Как будет вообще проходить забег «Лыжня» в этом году? Есть ли какие-то изменения по сравнению с прошлыми годами? 31 раз. 31. Ага. Открытая всероссийская массовая лыжня России. У нас в нашем регионе у нас проходит уже 20-й раз, будет проходить 20-й раз. И по сравнению с теми годами, например, да, у нас, когда уже начинали мы зарождение, люди потихонечку начали выходить, где-то начиналось с 2-3 тысяч в городе Якутске, по республике у нас было около 20 человек. Бум пошел в 2011-2012 году, аж доходило до 37-8 тысяч, и в городе Якутске у нас рекорд был где-то около 4700 человек. Ну, люди сейчас тепло, в этом году вообще очень тепло, уже с февраля месяца начали кататься, лыжня уже была готова на Зеленом Лугу, ну и, конечно же, на озере Сайсары, и даже на ипподроме, даже провели приз ректора Агату, и люди сами начали спокойненько выходить на лыжню, и по сравнению, например, с предыдущими годами, в прошлом году у нас всего участвовало 1174 человека. Ага, это мало, да? Это мало, да, потому что люди, некоторые не хотят организованно выходить, хотят выходить семьями. И у нас раньше обязаловка была для школ, но в связи с безопасной жизнедеятельной безопасностью, перехода улиц и так далее, решили проводить вот эти лыжные гонки по местам, где находятся школы, да, вблизи которых имеются лыжные трассы. Много ли таких школ?
Ну, это, конечно же, ГРЭС, например, Тулагина, Хатасы. Даже раньше с Хатасов приезжали, сейчас в Хатасах даже 3 лыжные базы, например, лыжные трассы, например, да. Также, как я сказал, на птицефабрике, даже в поселке геологов есть, на озере Сайсар есть, например, на ипподроме есть лыжня. И, соответственно, им из ДСК, например, ехать сюда, это, во-первых, очень много времени уходит, во-вторых, необходимо заказывать общественный транспорт, это, конечно, в копеечку проблематично. И по технике безопасности перехода пешехода через улицы, это тоже безопасно для детей. Альберт, ну, принять участие в гонке могут люди от 9 лет. То есть дети также могут принять участие, ну, да? Да, вот по школам, да, они у себя с 9 лет уже могут заниматься, но вот у нас на Лыжне России, где будет проходить вся основная массовый старт, у нас 2006 года до 2009 года. Почему мы так ограничили? Чтобы дети более взрослые, да, они могут спокойненько, массово переходить сами, например, да, а вот те дети, которые маленькие, они должны быть на местах, организованно проходить вместе с учителями, руководителями. Ну, нужно ли получить допуск? Обязательно, да. У нас регистрация раньше, когда было очень много людей, мы заранее за неделю уже регистрировали, а с опыта прошлого года мы начали регистрировать прямо на месте в Зеленом лугу. Уже с 10 часов начнется регистрация. В 12 у нас начнется уже торжественное открытие, в 12:30 будет старт. Ну вот, опять же, на трассе встречаются как и профессиональные лыжники, так и любители этого вида спорта. В принципе, все в одном порыве едут, преодолевают дистанцию. Главное условие, чтобы принять участие, так понимаю, только вот допуск врача, если никаких противопоказаний нет, или же есть еще какие-то ограничения? Соответственно, да, обязательно должна быть справка о состоянии здоровья, а также должна быть страховка от несчастных случаев, потому что в случае травмы, например, обязательно у нас все должны застрахованы быть. Ну и, соответственно, получить номер и показать, например, паспорт для того, чтобы определить, по какому возрасту бежать. Потому что у нас, кроме детей, у нас бегут мужчины, это возраст 2005-1974 год, а также у нас ветераны будут бежать, это 2074-63 год рождения, а также 62-52 год рождения и 51 и старше. Также у нас есть группа забега руководителей, они бегут на 2 километра. Также группа семьи, это папа, мама и я, например, да, ребенок до 15 лет. И определяется самый младший, то есть по возрасту, и самый старший. Мужчина и женщина, и мальчик, и девочка. Ежегодно работаете в качестве судьи на соревнованиях? Да, со дня основания я являюсь как бы судья всероссийской категории. Ну и, конечно же, соответственно, уже с 1994 года я главный судья во всех лыжных соревнованиях, ну и крупных соревнованиях, поэтому как удостоили меня. Ну вот вообще вот по наблюдениям люди, ежегодно принимающие участие, улучшают ли свои результаты? Может быть, есть какой-то случай, который вас только как судью, может быть, удивил? Человек, например, пришел там на первую свою лыжню, совсем там плохо проехал по времени, естественно, да, на следующий год уже там в лидеры как-то выпил. Взял и победил, да? Ну, как бы таковых людей, которые только-только пришли, стали на лыжи в тот же день, такого нету, да, потому что люди все-таки готовятся, это как бы массовые соревнования, катаются, и, например, на такой старт выходить неподготовленным, это, конечно, он не пробежит дистанции. Ну, есть люди, которые приходят прямо вот с семьей, да, например, маленькие дети особенно, да, даже бывали дети 3-4 лет, да, например, они еле-еле стоят и падают, но мама, папа их держат с двух сторон, и они добегают. Ну, это финиша. забавно. Очень приятно, да, смотреть, что вот такая семья полностью ведет здоровый образ жизни. Ну что ж, Альберт, спасибо большое. Мы, пользуясь случаем, приглашаем всех жителей нашей столицы, и не только жителей, 26 марта принять участие в лыжне России. Да, ждем. На Зеленом лугу. лыжне.
Так, ну а мы Спасибо. продолжим говорить про спорт. Дрифт по-бурятски на озере Байкал прошел международный фестиваль скорости на ледяном покрытии самого глубокого озера планеты Байкальская миля. Первый фестиваль «Байкальская миля» состоялся в марте 2019-го и с тех пор стал ежегодным. Мероприятие объединяет всех любителей скорости и новаторских технических решений, включая инженеров-любителей. Участники в составе 64 команд разогнались по поверхности Байкала и крутили пончики. Так называют маневр с круговым вращением автомобиля в дрифте. В фестивале были представлены порядка 70 единиц техники, среди которых мотоциклы, внедорожники и ретро-автомобили. Больше 100 гонщиков преодолевали расстояние в милю, около 1,61 километра и 0,125 мили на 4 ледовых треках. Победителями соревнований стали Аркадий Романчук из Владивостока на автомобиле Toyota Mark II с результатом в 274,9 км в час в заезде на милю и Александр Казаков из Серпухова на мотоцикле Honda с максимальной скоростью в 168,1 км в час на дистанции 0,125 мили. Первый фестиваль «Байкальская миля» состоялся в марте 2019 года и с тех пор стал ежегодным. Ну а качество жизни сильно зависит от уровня финансовой грамотности, поэтому в этом направлении важно обучаться не только взрослым, но и детям. Причем чем раньше, тем лучше. Это позволит ребенку понимать, откуда же берутся деньги и куда они уходят, ориентироваться в инвестировании, налогах и принципах работы банков. Наша новая рубрика посвящена именно финансовой грамотности для детей, которая научит вашего ребенка разбираться в простых денежных операциях. Привет, дети! Возьмите, пожалуйста, сумки с покупками и унесите на кухню. Сегодня с утра я сам попробовал прочитать книгу про финансовую грамотность. Молодец, Проша, ты с пользой провел время. Да, молодец, сынок. Расскажи, что ты узнал? Что такое финансовая грамотность? И все это ты понял? По правде говоря, я не совсем все понял. Папа, мама, вы же мне объясните, что такое финансовая грамотность? Конечно, объясним, Проша. Пойдемте, Белла, Проша, сядем поудобнее и откроем нашу книгу по финансовой грамотности. Так что же такое финансовая грамотность? Мы сейчас узнаем. Слово «финансы» – это деньги. Да, деньги, а значит финансы всегда являются собственностью предприятия, государства или физического лица. А что такое физическое лицо? Физическое лицо – это человек, у которого имеются деньги, финансы. Это мы с вами и все, кто живет в нашей стране. Мы живем в России. В нашей стране физическое лицо – это гражданин Российской Федерации. Поняла. Я физическое лицо. А второе слово в термине «финансовая грамотность» – это слово «грамотность». Кто скажет, что такое грамотность? Я знаю, что такое грамотность. Это правильно читать и писать. А значит, грамматика. Проша, Белла, мы говорим о финансовой грамотности. Грамотным важно быть не только в правописании, но и в вопросах финансов. Финансовая грамотность учит быть грамотным по ведению домашнего хозяйства. Ведение домашнего хозяйства – это домашняя экономика. Понял. И я поняла. Белла, Проша, вы такие любознательные. Расскажите о том, что знаете про домашнюю экономику. Я знаю, экономика – это все о том, как человек ведет свое хозяйство, то есть свою жизнь. Белла, продолжай. Это повседневная жизнь обычной семьи, но связана с деньгами. Нам нужно научиться правильно рассчитывать свои материальные потребности. А какие материальные потребности семьи бывают? Материальные потребности – это когда нам обязательно нужен свой дом, чтобы жить, а еще одежда и еда. А еще нам нужно оставить деньги для оплаты света, газа, коммунальных услуг и так далее. То есть на самую первую необходимость. Все верно сказали. Слушайте, Белла, Проша,
Наша книга по финансовой грамотности учит, что если семейного бюджета хватает только на самое необходимое, то на желаемую вещь, например, купить к лету велосипед, нужно откладывать. Тогда нам не нужно ни у кого брать деньги взаймы, то есть брать на неделю или на год деньги, чтобы вернуть их обратно. Если мы сами накопим, мы сможем к лету купить велосипед, и у нас не будет долга. Да, копить я уже научился. И на свои накопленные деньги купил телефон. Молодец, Проша. Да, ты молодец, Проша. Это благодаря финансовой грамотности. А еще я запомнил, что распределять семейный бюджет нужно во время семейного совета. Да, наша семья грамотно распоряжается финансами семьи, потому что все необходимое мы распределяем во время семейного совета. Как у нас проходит семейный совет? Решаем, нужна ли та или иная вещь. Ее нужно срочно купить или можно подождать? Правильно, Проша. Белла, а что ты скажешь? Я поняла, что нужно различать срочные и необходимые вещи. Обязательные вещи, которые первые в списке покупок. Это какие вещи? Срочные обязательные вещи – это те вещи, которые нужно купить сейчас. Например, это еда, одежда, туалетные принадлежности и все, что нужно для нормальной жизни. А необходимые, желательные вещи? Необходимые желательные вещи – это те вещи, которые можно похвастаться. Лучше телевизор, телефон самой последней модели. Их можно не покупать прямо сейчас. И если очень хочется, можно на них накопить. Но я уже не хочу все самое модное. Теперь я думаю и выбираю вещь, которая действительно мне нужна. А какая вещь тебе действительно нужна и почему она тебе необходима? Я буду копить на самокат. Он мне нужен, чтобы беречь свое время. На самокате я в 3 раза быстрее съезжу в булочную за хлебом и по другим своим делам. И благодаря катанию на самокате я не буду сидеть дома, а буду кататься, дышать свежим воздухом. А я давно мечтаю иметь велосипед. Благодаря финансовой грамотности я научился копить на желаемую вещь. И сейчас не сомневаюсь, что смогу накопить на велосипед. Правильно! Молодцы, дети! Ну а помимо финансовой грамотности, немаловажно быть и юридически подкованным, чтобы не было проблем с расходованием средств. И сегодня мы поговорим на такую важную тему, как планировка жилья. Да, она, кстати, иногда может, так сказать, головной боли доставить, поэтому лучше, как говорится, знать все наперед и потом не сталкиваться с этими проблемами. Доброе утро, дорогие телезрители. У нас на дворе весна, и так хочется каких-то изменений. Ну, женщины вообще народ непредсказуемый. Например, взять и изменить квартиру, провести перепланировку. Но нужно быть внимательным, во-первых, чтобы не попасть на штраф за незаконную перепланировку, а во-вторых, чтобы не попасть к соседям, если вы что-нибудь натворите. Поэтому слушайте, какой алгоритм. Итак, шаг первый. Подготовьте проект перепланировки. Ну, абы кому не обращаемся, берем общество с ограниченной ответственностью, да, это какое-то индивидуального предпринимателя зарегистрировано. Почему зарегистрировано? Потому что он обязательно должен быть в реестре СРО. То есть, если в последующем возникнет спор о том, что перепланировка некачественная, что что-то сделали не так, нужно будет отсылки к проекту, что проект подготовлен квалифицированным специалистом, для этого он должен состоять в соответствующем СРО проектировщиков. Шаг второй. Обращаемся в уполномоченный орган с заявлением о перепланировке. О перепланировке квартиры нужно согласовывать с органами местного самоуправления, можно обратиться к ним через МФЦ, собрать документы, то есть правоостанавливающие документы, получается решение собрания собственников жилых помещений, если речь идет о перепланировке, которая затронет их интересы, да, обязательно нужно согласие, это самый сложный документ, который в многоквартирных домах очень трудно получить, да. В последующем обращаемся с заявлением и, соответственно, получаем обратную связь. Получить разрешение. Разрешение получается в течение 45 дней с момента получения всех необходимых документов органом, да. Орган принимает решение либо утвердить проект перепланировки, согласовать его, да, либо отказать. Если отказ ненадлежащий, не мотивированный, не содержит пояснений, почему вам отказали, такой отказ можно легко оспорить в суде. Шаг четвертый.
проведите в соответствии с проектом перепланировку и дальше приглашаем кадастрового инженера. Кадастровый инженер делает новый технический паспорт, наносит все изменения, может быть, вы объединили комнаты, объединили квартиры, да, все, что вы сделали, это уже новый объект, он имеет новый вид, у него новый технический паспорт. Значит, подготовили, сейчас технический паспорт сдается в электронном виде, да, в единый государственный реестр, с печатью, получается, подписью, электронной подписью цифровой кадастрового инженера. Все это сдаем, заносим в ЕГРН и спокойно живем в новой, интересной квартире. Главное, чтобы все было по правилам. Желаем вам, чтобы у вас дома было уютно и хорошо, ну а весеннее настроение вас просто не покидало. А с наступлением весны актуальным становится вопрос вывоза мусора. Снег тает, и дворы обнажаются от снега. Вместе с ним весь мусор обнажается, который был брошен на землю, и мы начинаем его видеть и наблюдать. Да, и это очень некрасиво. Это очень некрасиво, да. Но в городе в последнее время становится актуальным вопрос раздельного сбора мусора. И многие семьи стараются прививать эту привычку и своим детям. И сегодня мы вас познакомим с одной такой семьей. Ольга – мама двоих прекрасных девочек. Живут они втроем. И с прошлого года она вместе со своими детьми активно начала заниматься раздельным сбором мусора. А тут, получается, мы для того, чтобы сдать, такие не надо, а вот такие, получается, этикетки надо убрать. И мы их предварительно замачиваем в обычной воде холодной. И отдираем этикетки, легко отдираются потом. По словам Ольги, прививать детей к этому делу было несложно. Вначале она сводила их на акцию по сбору уличного мусора, а уже дома рассказала, что у нас в городе есть пункты, где можно сдавать различные упаковки и коробки. Детей я возила на субботник общий был, активисты делали, и там, получается, они собирали сами мусор, и после этого они говорят: дяденька выкинул мусор. То есть они уже как бы относятся к этому бережнее, если сами убирали мусор. Вот. И дома, получается, они сначала все выкидывали в мусор по-обычному, потом я стала говорить, что мы сортируем, и они сейчас уже все ложат сразу в раковину, не выкидывают. По выходным 30 минут занимает вот эта сортировка. И все. Копим по коробкам и раз в месяц отвозим. Мусор не обязательно собирать внутри квартиры. Его можно спокойно складировать в подъезде. Именно так и делает наша героиня. По картонным коробкам разделяет их по категориям. Здесь получается уже сухой, просушенный и очищенный мусор. Вот, в основном ПП5, ППЕ и так далее. В общем, вот на странице там четко написано, какие можно, вот ППЕ, вот эта страница мне очень сильно помогает. И там смотрю, и вот с некоторыми я еще не разобралась, да, периодически, что-то новое. И вот, например, цветы, пожалуйста, не дарите в обертках. С 8 марта вот цветы остались, я не знаю, их берут или нет, разберусь в субботу. Вот. И пока вот так коплю, здесь сухой мусор, тут квартира, маленькая квартира, это даже не помеха, можно в коридоре, как бы тут уже чистый мусор, и соседи обычно ничего не говорят. Вот так Ольга прививает в своих детях экологическую культуру и считает, что учить таким вещам надо именно с малых лет, чтобы, будучи уже взрослыми, дети были ответственными жителями своего города и республики. Дмитрий Тымыров, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Что ж, как уже все мы понимаем, весна вовсю пришла к нам, да. Во всяком случае, пытается, очень пытается, да, надо ей помочь. Чем помочь? Раскрасить, допустим, ежедневные будни красивыми аксессуарами, к примеру. А так хорошо подобранный акцент способен превратить даже самый пресный наряд в оригинальный образ. И в то же время выбор в пользу неудачного акцента способен испортить даже самое шикарное платье. Понятие аксессуары объединяют в себе огромное количество вещей, ставших уже неотъемлемой частью нашей жизни. А что актуально этой весной, нам подскажет наш стилист.
Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Бронислава Мэй, я персональный стилист. Сегодня мы с вами поговорим про аксессуары. Мы 80% времени проводим в верхней одежде. Как же ее разнообразить? Конечно же, добавить интересные, красивые и яркие акценты. Именно об этом мы поговорим в сегодняшнем сюжете. Один из трендов сезона – это высокие перчатки. Именно такие вы можете сочетать со своим пальто. Они могут быть черные, белые, бежевые, цветные, какие угодно. Просто не забывайте, что они должны быть максимально удлиненные. Именно это является актуальным в данном сезоне. Такие перчатки визуально вытягивают рост и отлично будут сочетаться с рукавом 3/4. Выбирайте перчатки на этот сезон и дополняйте им свой образ. Акцентный палантин всегда добавляет красок в образ. Вы можете выбрать тот цвет, который нравится вам. Такие яркие цвета отлично будут сочетаться с черным, бежевым или с серым пальто. Палантин вы можете завязать так, как вам будет удобно. Возможно, это будет косынка, или вы просто накинете его на плечо. Также хорошо будет смотреться, если вы вытянете палантин и прямо на него застегнете ремень от вашего пальто. Это будет выглядеть стильно и необычно. Аксессуары – это отражение вашей индивидуальности, поэтому выбирайте те, которые вам нравятся. Например, это может быть геометричный принт или базовый бежевый палантин, который также хорошо будет смотреться как со светлыми, так и с темными цветами. Выбирайте качественные шарфы для того, чтобы вам было и тепло, и комфортно. Идеальная базовая сумка должна отвечать, во-первых, вашим потребностям. Если вы носите с собой документы, ежедневники, блокноты, то выбирайте сумку формы А4. Также базовая сумка обязательно должна быть четкой формы. Именно это придаст вашему образу шика, и ваш образ будет выглядеть дорого. Такие сумки хорошо будут сочетаться в разных образах. Ориентируйтесь на цвет вашей обуви. Если ваша обувь более светлых оттенков, берите сумки также в светлой тональности. Если ваша обувь темная, то темная сумка 100% впишется в ваш образ. Также вы можете выбрать сумку из более мягкой кожи, неровной формы. Такие объемные сумки очень хорошо подходят для тех, кто не нагружает ее документами, но зато носит много различных предметов с собой. Сумка в светлом цвете – идеальный вариант для сочетания со светлыми образами, но также можно попробовать сделать комбинации контрастных аутфитов. Такую сумку я бы рекомендовала носить не только в летнее время, но так и весной, и летом, и зимой. Все зависит от того, какой образ будет в целом. Сумки средней формы идеально подходят под разный тип фигуры. Пропорции очень важны, поэтому всегда ориентируйтесь на себя и то, как сумка выглядит относительно вашего образа. Средний размер – идеальный вариант для всех. Такую сумку вы сможете носить как ежедневные носки, так и на мероприятия. Ее точно можно назвать универсальной и базовой. Идеальная сумка для вашего гардероба. Всем спасибо, пока-пока. Ну а мы хотим вам сообщить, что на этой неделе вас ждет цикл материалов, сюжетов из села Сотинцы, да, из такой прекрасной местности Усть-Алданского района. Так, напротив Кангаласского мыса, на правом берегу Лены, у села Хамустах находится небольшая пристань Сотинцы. Рядом с ней разместился музей деревянного зодчества под названием «Дружба». Этот музей посвящен давней дружбе жителей Ленского края с русским народом. Да, и в парке воссозданы памятники деревянного зодчества Якутии 17-19 веков. Здесь можно побродить, наслаждаясь ленскими пейзажами и удивительной красоты строениями. Можете увидеть реконструкцию острога 17 века, копию Спасской церкви, осадные башни и купеческие дома. Особый интерес представляет якутский балаган зажиточного купца Дмитрия Алексеева, который относится к 19 веку. О традиционном зимнем жилище, которому 200 лет, расскажет экскурсовод этого музея Айсен Герасимов. Скажите, пожалуйста, об этом балагане, когда он был построен и в чем его уникальность? Это балаган был передан наследником Дмитрия Алексеевым, Сукурдур Дмитрий. У этого балагана более 200 лет, от 30 километров от местности Чемчагой, оттуда его перевезли. Балаган очень красивый, он очень большой, просторный. Но первым делом, конечно, когда приезжают гости, нужно что провести? Да. Давайте мы тоже проведем обряд, чтобы наша дорога и наша поездка удалась. Нужно обязательно покормить огонь с пожеланием всего самого хорошего. Один из первых объектов является балаган
перевезен в 1987 году. Ну, основатель данного музея Дмитрий Кононович сам был, присутствовал. И еще один из основателей, Раиса Рясовна Кулаковская. Такой огромный балаган бывает только у богатых. Но это вот Дмитрий Алексеев сам был середняком, небогатым был. Ну вот, видите, вот дверь, вот стены наклоненные, они вот много мест не занимают, зато вот много размещается. Сколько человек тут могло разместиться в те времена? Ну, около 20. Вот, как видите, вдоль стен располагались нары. Вот эта сторона хозяева, а вот правая сторона – это все гостиная. А где они обедали, где ужинали? Все они вместе, вот, где вот сандалы, стол. Ну и печь, конечно, камелек занимала основное, можно сказать, главное место. Вот зимой все-таки камелек спасал? Камелек традиционно вот располагался в центре дома. Они вот называли его сердце балагана, да? Вот. Ну, фигура балагана является полукругом, поэтому вот при топке камелька, да, от него вот выходит тепло и очень хорошо циркулируется. Поэтому тепло очень хорошо держится. Говорили, что он разделялся на несколько частей, да, то есть была мужская сторона, женская сторона, а мы сейчас находимся около хозяйственной части, да? Посуда вот называется матачах, да? Вот, сделана из бересты, шили вот из конского волоса, да? И вот еще обруч, да, ну, кольца сделаны из стальника. Ну, что здесь хранили женщины тогда? Кётчах. Ну, кёрчах, да, ну как, сбитые сливки. Да, кёрчах, сбитые сливки. И, в принципе, хозяюшка с утра могла тут сбить, да? Например. Ага. Это полный комплект. Так. Ага, вот таким образом, да? Сбитые сливки. Утренний десерт делали, да? Половина должно быть хлеб. Да? А там поместилось ну, более 40 коров. Хотана, да, хлеба помогала вот балагане, в общем. То есть поддерживала тепло, да? То есть все друг другу помогали, получается так. Огромные толстые бревна, да? Они вот обрабатывали мочой коровьей. У мочи есть этот аммиак, поэтому вот она вот впитывает и становится как камень, да? Ага, да, твердеет. Когда вот люди приходят, да, сюда вот отдыхать, чтобы, ну, смотрят, осматривают объекты, что вообще их интересует больше вот из истории? Наш музей, ну, основной тематикой является вот историко-архитектурный, как жили, вот, жилище, утвари, да, показываем, и все вот последовательно рассказываем все вот зимнее жилище, якутское, летнее жилище и коч. Ну а прямо сейчас мы готовы передать слово нашим коллегам из информационной службы, которые расскажут о последних новостях. Вы смотрите новости. Доброе утро. В столице продолжают свою работу швейный цех для участников СВО. Швеи-волонтеры расширили ассортимент одежды для бойцов военной операции. Так, от теплых вещей перешли на пошив одежды весенне-летнего периода. В основном используют материал флис. В наборе для бойца идут толстовки, футболки, балаклавы, панамы и многое другое. Полный комплект одежды для бойца. Мобилизованные сами подходят или звонят насчет обмундирования. В настоящее время цех работает по заявкам военнослужащих. Сегодня в швейном цехе трудится около 15 добровольцев, а также работает на дому. В изготовлении вещей материалами им помогают разные организации, учреждения и неравнодушные люди.
Мы сейчас уже всю зиму мы зимней одеждой их обеспечивали. Сейчас мы уже перешли на летнюю форму одежды. Без без подкладок. Еще у нас футболки, еще рубашка летняя. Брюки тоже у нас уже тонкие будут. На летнюю одежду мы уже полностью перешли. Интересуются нашей одеждой люди, в общем-то, хвалят. Пациенты и врачи Ленской ЦРБ обеспокоены судьбой инфекционного отделения больницы. Здание 70-х годов признали аварийным в 2017-м. Со стен палат отваливается плитка и штукатурка, а потолок в некоторых кабинетах вот-вот обвалится. Республиканская комиссия по здравоохранению прошлась по зданию и вынесла вердикт. Нужно строить новую инфекционку. Где взять на это средства, обсудили на итоговом совещании. Для включения, скажем, в инвестиционную программу нашей республики, нужно для объекта, для строительства, во-первых, проектно-сметная документация и государственная экспертиза вот этого объекта обязательно должна быть. Только в таком случае объект принимается для рассмотрения в бюджетном комитете. Также руководство районной больницы намерено купить МРТ. Для этого подадут заявку в Минздрав. Если деньги выделят, то в 2024 году в поликлинике оборудуют помещение и установят аппарат. На время решили и проблему нехватки узких специалистов. В поселениях работает выездная бригада врачей из Якутска. Кардиолог, лор, дерматолог, онколог. С 20 по 24 марта медики отработают в Ленске. 18 марта в культурном центре «Сергеляхские огни» прошла торжественная презентация книги якутского поэта Альберта Вилюйского. Большая заслуга в увековечении памяти поэта принадлежит учителю, краеведу-энтузиасту Кириллину Трофиму Семеновичу, первому открывшему народу творчество Альберта Вилюйского. В книгу вошли ранее нигде не опубликованные стихотворения, рассказы, рисунки поэта и воспоминания земляков-односельчан. В торжественной презентации приняли участие якутские писатели, ученые, земляки поэта, а также учащиеся Якутской городской национальной гимназии имени Черяевых. Первый международный фестиваль-конкурс «Созвездие Арктики» стартовал на базе Агики, собрав более 300 ведущих музыкантов из регионов России и зарубежных стран. 20 марта в 18 часов в рамках первого международного фестиваля-конкурса «Созвездие Арктики» в Театре оперы и балета состоится гала-концерт с участием мировых звезд инструментального и вокального искусства, лауреаты конкурса. «Созвездие Арктики-2023» проводит Арктический государственный институт культуры и искусств совместно с Минобрнауки России в рамках программы «Приоритет-2030». На фестиваль приедут всемирно известные музыканты, такие как Равшан Маменкулиев, Сергей Осокин и Юрий Шишкин. На этом у нас все. Хорошего дня.